Фу. Сходил к речке, ребята. Пришел в избушку и такой кумар опять. Прошлогодняя история, в общем. Каждый год одно и то же. Одна и та же картина. Блядь. Шатает печку. Грунт. Туда-сюда. И щели каждый год. Все новые и новые. Вот это да. Горячая уже где-то. Ну, разбавил немножко длины там с водой на скорую руку и штопаю вообще тут. Заделываю. Вроде и тяга есть, но все равно. Если смолистыми дровами затопить печку, вообще гиблое дело будет в избушке. Ну вот. Сейчас испарение идет и все. Занимаюсь пока своими делами. Перетаскал все вещи. Уже возле речки, можно считать, ничего не осталось. Дальше пока снимать, наверное, не буду. Да еще кое-какие места сходить. И сегодня еще я спущусь на то место, где кого-то видел, но не знаю кого. Мне интересно. Я любопытный. Посмотрю там, кто был: лиса, волк, росомаха или медведь. Но силуэта даже не видел. Но я видел, как он пробежал, блин. Елки там шатались. Видно, что кто-то был. Не знаю. Вот пока наверное. Пока так. Но в избушке кумар. Здесь долго не продержишься. Потихоньку печка топится. И опять уже искривилась как его, труба. Блин. Ну и почва тут, конечно. Непонятно что. Чем с этими кирпичами мучаться, блин. Железную печку приварить, нормальную, большую, и не будет никаких проблем таких. Там еще какая-то щель, интересно, идет, нет, оттуда. Тут еще заделаю так. Вот все. Вот. Пусть пока топится. Потихоньку топится. Ну и ладно. Пока этим обделались. Ну все, вроде нигде не идет дым. Там испарение небольшое. Угу. Смотрите, ребята. Айда жует траву. О, щиплет. О. Вот бы научить тоже тулана, но это кое-чему сами научатся к этим процедурам. Они так находят витамины, лекарства. Все это кушают. Сейчас, когда сходили к речке, но тулан там тоже по большому ходил, и у него сейчас так слизь такая вышла, и я думаю, вышло там еще глисты. Один глист длинный, ну сантиметров 15, наверное, но он не живой, дохлый, потому что бывает, что пачками они выходят и живые, но этот вообще видно, что глист. Я
Не первый раз встречаю у собак такие глисты. И этот глист мертвый. Ну, может, и два раза я вот давал Тулану от глистов таблетки. Но, видимо, все-таки глисты там у него сидят. И поэтому, может быть, как я думаю, у него ушки, проблемы с ушками, что-то не встают, или встают, падают, может, какие-то что-то глисты тоже мешают. И сейчас я поеду, когда обратно домой, не буду давать я таблетки от глистов, а я куплю в аптеке такая в пузырьке от глистов такие, я не помню уже как называется, какая-то вот коричневого цвета такая жидкость, вот не помню какое название. И не коричневая, а вот, ну, блин, вот цвет даже не помню. Если куплю, может быть, я еще, если не забуду, я поснимаю. Но надо обязательно дать этот, как его, для собаки. Были у меня, наверное, Айда тоже у меня с глистами была она. И я давал тоже вот такую жидкость от глистов. Вот в пузырьке, которые именно от глистов. И она помогла. Выгоняет глистов. А вот эти таблетки, видно, у Тулана, как я думаю, глисты сидят. Потому что он всегда... Так. Потому что, ребята, он всегда с таким большим аппетитом кушает. Ну вот, как будто не наедается. Но понимаю, он сейчас, как его, возмужает, там, растет. И больше энергии тратит, когда бегает или еще. Но все равно он жадно кушает. Это подозрительно. Это первый признак того, что у собаки глисты, когда жадно кушают. И все-таки я поеду и обязательно профилактику сделаю от глистов. Вот она, колбаса краковская. Сейчас сходили, там у меня молоко, забыл сказать, литр молока еще привез. Может, кашу буду варить. Там для собак еще ячневые крупы привез. У меня тут перловка в амбаре. И дома перловкой кормлю. Но много уже меня критиковали насчет перловки. Что перловка не переваривается. Много чего пишут. Но в данный момент я взял ячневую крупу. И быстрее, думаю, сварится, чем перловка. Перловку надо пропаривать. Я обычно дома в русской печке, ну не русской печке, но в кирпичной печке тоже долго пропариваю, она набухает, он пропаривается. А здесь уже придется варить. Для варки она ячневая крупа. Я посмотрю, как она будет вариться, и если понравится, в будущем я буду покупать ячневую крупу. Вот так. Сейчас еще чай попью и по своим делам схожу. По своим делам. Что снимать я не буду. А уже как приду в избушку, то уже продолжим съемку. Может, некоторые моменты расскажу. Ну, расскажу и будем... Сегодня еще заготовим дрова. Время еще есть. Сейчас, можно сказать, уже белые ночи у нас. До 9 хоть и работай. Сейчас не темнеет практически. И сейчас к речке сходил. Там, вы не поверите, там комаров сколько. Я даже и мазь не взял. И если резко так потепление, комары быстро появляются, или что там я сморозил опять. И антикомары, не знаю, в амбаре есть, нету. Антикомары, раптор, это все в запасе всегда, чтобы в избушке было. Если есть где хранить. Вот так. Что-то у меня в коридоре там и картошка висит в пакете.
И вроде и не помню, что я оставлял. А может и оставлял, да не помню. Вкусная колбаса краковская. Все отлично. Я смс так и не смог отправить. Это баланс пустой у меня. Что-то пытался, но не буду спешить, я вечером, когда все дела закончу, уже когда перед сном, тогда я еще попытаюсь. Вот так. Все сразу вот дым ушло. У меня там это маленькое окно открыто, поддувало. И дым сразу вышло из избушки. И там перестало идти. Только пар идет. Видно, что пар идет. И все. Вот так и было. В лесу аппетит. Хоть что дай человеку, все вкусное. Здесь чай пока и не скипятится там. Как-то неактивно горит дрова. Она тоже отсырели тут. Ничего. Сейчас найдем сухой стой где-нибудь. Свалим и нормально дрова сделаем. Вот так вот. Ну все, ребят. У меня такой маленький обед сейчас. Кушаю потихоньку. Кушаю. И конфеты еще вот такие я кайфую с такими конфетами. Испанская или что там? Испанская какая-то. Вроде нормальная конфета. Шоколад такой. Вот. Шоколад. И, скажем, в рюкзаке, когда вот, скажем, по тайге ты бродишь, с хлебом скушал такие конфеты, и калорий много, там сразу сытным становится, в животе не будет урчать. Вот так. Ветер то стихает, то поднимается. Вот так. Ну все, я, короче, обедаю. Я, ребята, любопытный. Сейчас сходим, посмотрим, что так и что за фигня там проскочила. Здесь недалеко, вот тут. Рядом. Где-то вот тут. Сейчас остановимся, посмотрим. Видите, в этом месте где-то. Ну да, вот тут. Сейчас глянем. Мандала. Ман. Иди, посмотрим. Что там? Что там было, посмотрим. Так, сейчас так. Вот здесь и смотреть. Вроде тут кого-то мы видели. Так, подожди.
Вон он. Лощ. Небольшой. Да. Не крупный. Ну да, вон. Вот следы. Вот следы. Вот тут уже он вроде как разогнался. Вот. Вон. Вот здесь он и мелькнул. Вот я там был. Вот там мы плыли. И здесь он вот так он шевельнулся. Это дерево. Вот здесь уже пробежался он. Вон. Тут уже он... Во. Видели как? Вот тут уже он рысью побежал. Вот. Вот. Вот он. Угу. Главное он... Вот уже рысью бежит тут. Вот тут уже бежит рысью. Один. Не такой крупный. Вон он. Ну да. Вот тут. А почему я здесь не заметил? Ну вот стена. Вот лес, стена. Основное внимание у меня вон туда было. А вон по берегу он почесал. Вот тут уже такие шаги у него. И он туда побежал. Ну, это же здорово, когда что-то он нашел. Помет. Вон. Лосиная помет, это летние. Летние. Ну, как бы такие кучи большие у него. Ну, да, пошли, план. Вот тут уже он пробежал. Может, где-то рядом остановился и дальше почесал. Ну и пускай бегает, да. Хорошо. Пусть бегают. Если есть кому бегать. И у меня уже вот остановка, вот следы. Вот здесь поворот, и там уже у меня остановка. Буквально от избушки там несколько метров. Главное, что не медведи. Ну нахрен. Этих медведей, блин, в прошлом году мне хватило. Угу. Не крупный такой. Годовалый, наверное, вообще. Ну вот видно, что невозможно здесь что-то заснять. Он здесь вот пробежал, а где-то вот тут я его, вот в этих, вот именно в этих елках я его видел. Он так, елки так, понимаете, вот так дернулись. Вот так дернулись и все. Вот так мельком и увидел. Было бы интересно, как если удалось заснять, показать народу крупного животного. Он не зверь, он животное, чтобы не путать. Ну ладно, пускай бегают. Это проходные обычно у нас тут проходят. Проходные. А зимой волки отсюда выгоняли. Волки, а весной они в нашу сторону подтягиваются. Здесь они живут и осенью уже обратно уходят. Вот. В прошлом году так тоже любопытствовал. Поднялся на берег. А там, блядь, зверюга медведня. Вот тебе и любопытство. Угу. Так, ну ладно. Пойдем. Пойдем обратно. Пошли, Тулан. Лак. Давай, все. Лакса. Лакса. Пока я его сам сажаю. Пока сам сажаю. Айда. Лакса. Давай, только садись. Послушай. Айда молодец. Айда с полслова все понимает. И Тулан начнет понимать. Когда еще будем добывать кого-то, там почувствует кровь, запах крови. Это вообще класс будет. А сейчас пока он ребенок и живет
И, как сказать, и этот ребенок еще станет мужиком, в общем, покажет еще, даст жару, будем надеяться. Так, скоростью все. О, блядь. Бывает так ударит мотор. Так вот. Так вот. Значит, это нормально. Это животное, не зверь. Прямо камень с души, блин. Неприятно, когда, блин, среди медведей возле избушки встречаешь. Но он пидлюга тоже, блин. Но чуть-чуть я его промолгал, не увидел. Для интереса бы заснять еще, вообще класс было бы. Все, он уже свистанул. Лежит где-то. Ладно, ребята, сейчас по своим делам потом я съезжу. А после уже чуть на избушку. Мы найдавача. Что там? Ой, да. Вот Иван спокойно лежит, не дергается, балдеет на солнце. Сейчас еще пару поворотов я выше поднимусь, может удастся все-таки заснять его. Может возле речки где-то остановился. Не знаю. Ну вот тут уже у нас моя остановка. Вот здесь я останавливаюсь. Дальше уже съездим, посмотрим. Интересно, мне все интересно. Вот, здесь кормился сегодняшняя кормежка тут. Вот, здесь кормился. Топтался он, тут кормился. Может где-то здесь лежит, хрен его знает. Может где-то вот здесь. Здесь сырое место тоже снизу. Ладно, пускай живет. Пускай живет, может самочка. Но нет, это одиночка, может бычок какой годовалый. Уже один ходит. Без самки там один ходит. Но ничего, сейчас не получилось заснять. Может осенью приедем, увидим еще, встретимся. Там дальше уже, там Ягель дальше. Я его знаю, по-разному, когда где они дома. Где захотят, там и отдохнут, там и кормятся. Все по барабану вообще. Еще поворот, еще съездим. Да, если честно, медведя чуть-чуть страх какой-то есть. Немножко боюсь его. Когда в одиночку и насмотрелся в интернете этого ужаса, что творят медведи. Плащами как-то легче на душе. Они тоже опасные, конечно, но может уже речку перешел, может еще где. А я чувствую, тоже вот туда юхтит.
Ладно, ребята, не судьба, значит, поснимать его. Все потом, в следующий раз. Подождем в следующий раз. Когда без камеры, без ничего, там больше их видишь, там, зверей или хоть рябчиков, хоть бухарей. А уже когда с камерой, там, прячутся, не видим. Дальше уже, наверное, не буду подниматься. Обратно также буду спускаться, поснимаю, может, вдруг ненароком где-то на экран попадет, заснять. Вживую, конечно, намного интереснее видеть там любого зверя или крупного, хоть мелкого, хоть обычный выдра пробежит там, и то интерес такой получается. Ладно, все, выключаю. Нет, спрятался. Редко, когда их встречаешь, очень редко. За сезон бывает один раз. Да. Ну ладно, пускай. Не будем тревожить. Фух. Прорубил. Лока крутит. Поднимался я, проскочил там. На обратном пути решил прорубить. Пилу в избушку оставил. И все, сейчас повернет. Вот. Чуть-чуть еще осталось. Ну да. Уже помогать не надо. Минайда хочет выпрыгнуть. Сейчас, наверное, отпущу на тот берег, и пусть по берегу идет. Все. Видели как? Все здорово. Очищаем от заторов. От заторов речку. Тулан помогает тоже. Да, Тулан? Помогает. Угу. Все, дорога есть. Другой раз, если... Ох, упадет сейчас, блин. Встал на березу, а береза ушла из-под ног. Ну да. Всему надо учиться.